В эфире программа «Между тем» и я, журналист Дмитрий Аргунов. Здравствуйте. Сегодня уже 11 марта, и вопреки утверждениям различных полуанонимных источников, мне кажется, интернет и мобильная связь в России отключены не будут. И не только мне. Предпосылок для этого нет. Я не специалист в области связи, но и технически, кажется, сделать это будет довольно проблематично. Российский сегмент интернета не может быть вырублен в одночасье без воздействия на глобальную сеть. В стране создана надежная инфраструктура связи, которая принадлежит российским операторам мобильной и стационарной связи. Мониторинг работоспособности инфраструктуры ведется круглосуточно. Сейчас в России могут быть недоступны отдельные иностранные сервисы, особенно развлекательного плана. Вырублены стриминговые и игровые сервисы, прекращено вещание отдельных телепрограмм, в частности, про толстых и маленьких людей. Но в целом на работу сети внутри страны это не повлияет. Со стримингом и игровыми сетями понятно. Оплаты не принимаются, следовательно, шатдаун. Зачем тратить ресурсы на то, что заведомо будет не оплачено? А вот с телепрограммами про толстых и маленьких людей, я имею в виду отдельные телеканалы, входящие в холдинг Discovery, к примеру. Чем толстые это помешали? Другой вопрос касательно социальных сетей. YouTube, Instagram, WhatsApp, Facebook, Zoom, Google. Владельцы этих приложений или интернет-сервисов самостоятельно принимают решения по работе на территории России. Да, там есть реклама, есть монетизация, и блогеры воют по всей стране. Доходы их, к слову, были довольно-таки приличные. Но еще раз повторюсь, и, возможно, выскажу мысль, что в условиях информационного противодействия вырубать соцсети чревато. Если кто-то из них решит прекратить работу, граждане нашей страны смогут воспользоваться российскими аналогами с идентичным функционалом. По крайней мере, ВКонтакте вполне-таки может конкурировать с Фейсбуком, и доля одноклассников еще до кризиса была довольно значительна. Про поисковики и почтовые сервисы и не говорю. Mail.ru – наше все, как и Рамблер с Яндексом. Ну, а наполнение YouTube, мне кажется, просто дело времени. Сколько все это может продлиться? Покажусь немного циничным, но любой инфоповод уровня нынешнего кризиса интересен инфополе лишь 30 дней. Это между тем.